Может ли ночь предопределения Лейлатуль Кадр выпасть на четные ночи? Бисмилляхи рахмани рахим. Лейлатуль Кадр может выпасть на четные ночи и на нечетные ночи. Если считать с начала месяца, то четные и нечетные, они вычитываются известным нам методом. То есть первая ночь, третья, пятая, седьмая и так далее. Если же считать с конца месяца, то получается нечетными являются те ночи, которые изначально, если считать, будут четными. Откуда это взято? Ученые, ссылаясь на хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, «Ильтамисуха фи ашр авахри мин Рамадан», ищите ночь предопределения в последние 10 ночей месяца Рамадан. И дальше он в хадисе говорит «Литис'ин бакина, ва хамсин бакина, ва талатин бакина», то есть оставшиеся 9 ночей, 5 ночей, 3 ночи, «Ва фи ахири лейла», и в последнюю ночь. Если месяц, допустим, состоит из 30 дней, то последняя ночь, она будет четная, если считать сначала. Сейчас наблюдается такая тенденция, что люди отмечают, прям такая-то ночь является нечетной ночью, а другие ночи как будто не особо придают значение. Из-за этого следует все 10 ночей искать ночь предопределения, усердствовать и не быть уверенным в том, что она будет именно нечетной ночью, если отчет идет изначально. Хотя большинство ученых приводили все доводы, и они сошлись на том, что она является 27-й ночью. И также это подкрепляет Лейлатуль Кадр, Суратуль Кадри. Лейлатуль Кадр трижды упомянута. Лейлатуль Кадр, словосочетание, состоит из 9 букв. Если эти 9 букв умножить на 3, которые трижды упомянуты в этой суре, то тоже получается 27. Большинство ученых считают, что она выпадает на 27-ю ночь. Но вместе с этим любая из последних 10 ночей может быть Лейлатуль Кадр. Вальхамдулиллахи раббил аламин.